Первый объект, который посетил президент в ходе рабочего визита в Гагарский район, это Бзыбская абхазская школа имени Георгия Алшунтова. Более 400 учащихся учатся в школе, которая не ремонтировалась с 60-х годов прошлого века. Директор школы Рима Агрба рассказала Раулю Хаджимба, что количество первоклашек с каждым годом растет, поэтому есть необходимость в открытии новых классов. Из 40 классных комнат 20 отремонтированы из бюджета Гагарского района. Но коридоры школы и спортзал находятся в удручающем состоянии. Стены и потолок в некоторых классах по рекомендации строителей укреплены подпорками. На одной из стен в спортзале довольно глубокая трещина. Решение о том, что делать со стеной, ремонтировать ее или сносить и строить новую, решат после экспертизы специалистов. Затем глава государства осмотрел ход строительных работ в школе искусств, которая ремонтируется за счет районного бюджета и средств, перечисленных из фонда Хиблы-Герзмава. С сентября здесь будет размещаться и первая Гагарская школа, реконструкция которой заложена в инвестиционную программу. Около 2 лет двум школам придется делить между собой помещения. Но неудобств это не должно причинить ни учащимся, ни преподавателям, так как общеобразовательная школа и школа искусств будут работать в разные смены. В школе искусств ремонт почти завершен. Осталось очистить полы от строительной пыли. Инвестпрограмма школ Турухлара Ихаз Ван Загисахаван Ван Тивганда Чаджери Гадупа Убраян Хапипш Ваихазар Типш Рызыга Ускорудулан и Ацана Апучковахи Хонкатипши Ахзар. Ара Акузагадам Зарги Юшуксара и Бачхароп Сухамадзан Шакала Хазнеевич. Рауль Хаджимба побывал в Старой Гагре на площади Нартов. Здесь после ремонта, который обошелся бюджету района в 300 тысяч рублей, начал функционировать фонтан. Также за счет районного бюджета собираются благоустраивать парк комсомольцев. Сейчас коммунальщики покосили траву, убрали мусор и устанавливают освещение. Ремонтные работы проводятся и у другого известного фонтана на площади у Колоннады, ставшей одной из визитных карточек Гагры. Президент пообщался со строителями, которые заверили его, что к концу августа фонтан приобретет первозданный вид. Излюбленное место вечерних прогулок жителей и гостей Гагры, парк принца Ольденбургского, занимает почти 14 гектаров. На его территории расположены ларьки, киоски и кафе, которым не место в парке. По словам главы администрации Гагарского района Заура Бганба, все эти постройки временные, так как после включения реконструкции парка в инвестиционную программу для масштабных работ по благоустройству все строения будут снесены. На территории парка также находится здание летнего театра, который не функционирует все послевоенное время. Между тем, арендаторы летнего театра и здания на площади Нартов не предпринимают никаких шагов для восстановления объектов. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что таких объектов, находящихся в аренде или собственности, но на протяжении многих лет не ремонтируемых, в целом по республике много. И настало время предпринимать в отношении хозяев кардинальные меры. Реализацию этого мероприятия по возвращению этих объектов в лоно государства, наверное, это необходимость. Иначе вот так они будут стоять годами, погибать. Поэтому я думаю, что нам надо оживить. Глава государства был приглашен на фестиваль национальной одежды, проходивший в Гагре. Перед его началом президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц, глава администрации Гагарского района Заур Бганба, участники и гости мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем все направились к месту проведения концерта, завершающего фестивальный день. Многие специально нарядились в национальные костюмы. Нарядные девушки и молодые ребята, взрослые и дети собирались на площади перед гостиницей «Абхазия». С экранов, установленных у сцены, рассказывали об истории абхазского национального костюма. Фестиваль завершился концертом, на котором выступили певческие и хореографические коллективы республики. Амра Амичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.